нажатия главной кнопки запускается и работа предприятия. Старт молочному комбинату глава региона решил дать вместе с одной из местных хозяек. Открытие такого завода – это большой шаг в развитии в республике собственного бренда молочной продукции. Инусбек Евкуров осмотрел предприятие и одним из первых продегустировал первую партию молока Ингушетии. Он выразил надежду на то, что качественной и вкусной продукции комбинат сможет обеспечить полностью. Для начала нашу республику. Надеюсь, что мы в ближайшей перспективе выйдем на хорошую конкурентоспособность с другими ведущими фирмами, которые производят и молоко, и кефир, и сметану, и другое направление. Надо делать бренд. Еще в свое время и Александр Геннадьевич Хлопонь, и Сергей Леонидович Меликов об этом постоянно говорили и говорят, что он должен быть бренд, кавказский бренд. Для жителей Нового Реданта, особенно для местных хозяек, открытие завода – большой подарок. Они еще не успели оценить вкус продукции, но в качестве ее не сомневаются. Ведь главный поставщик тоже свой – Сагапшинский мясомолочный комплекс. Хочется попробовать свое. Оно намного лучше и для населения, и вообще для здоровья свое местное намного лучше. Мне это приятно, что я житель этой улицы, и на моей улице такой праздник сегодня – открытие молочного комплекса. В год комбинат сможет производить до 30 тысяч тонн молока и кисломолочной продукции. Стартует предприятие с ассортимента продукции 8 видов. Однако это далеко не предел. У завода есть все возможности не только расширить ассортимент, но и производственную мощность. У нас мощность позволяет переработать именно в одну смену 24 тонны продукции. Значит, это из 24 тонн у нас будет частично сыворотка, творог, сметана, сливки, молоко, кефир, ряженка. На начальной стадии мы пока выбрали 7 наименований продукции. Абсолютно 100% натуральный продукт. Здесь мы можем гарантировать жителям республики, что это 100% натуральный продукт, без всяких там порошковых добавок и прочее. Продукция производится в 3 главных отсеках комбината. В аппаратном цехе молоко подвергается первичной обработке и только затем попадает во 2-й цех цельномолочной продукции. Именно здесь производятся основные 7 видов из представленных 8. Емкости 1 и 2 у нас используются для выработки питьевого молока. Далее мы видим 4 ферментатора объемом по 500 и 300 литров для выработки кисломолочной продукции. Это ряженка, 2 вида кефиров и сметана. А вот 3-й цех для производства творога, он так и называется – творожный. За сутки здесь будет производиться до 200,5 килограмма творога. За этот процесс в творожном цехе отвечают сразу 2 оборудования. Это творожная ванна емкостью до 2,5 тонн молока и пресс для отжима творожного зерна. Продукт будут доставлять во все магазины региона, а купить его можно будет по цене почти на 30% ниже рыночной. Ну а жители республики смогут полакомиться молоком, кефиром, сливками и ряженкой ингушского качества уже в ближайшее время. Хадя Добрива, Резван Аушев, Новости 24.